Забайкальский край заслуженно называют родиной талантов. Мы по праву гордимся нашим земляком, профессором, одним из выдающихся российских ученых-востоковедов, организатором науки и общественно-политических деятелей первой половины 20 века Цыбеном Жамсарановичем Жамсарано, которому в 2021 году исполняется 140 лет со дня рождения. Будущий ученый родился в 1881 году в Улусе-Судунтуй, в семье Жамсарана и Нагмит Гендуновых. Цыбен рос крепким, понятливым и любознательным мальчиком. С детства сопровождали его песни, сказки и легенды родного края. Дед и отец Цыбена, глубоко ценившие народную поэзию, были людьми грамотными. Семейная обстановка благоприятствовала и дарила Цыбену все новые и новые знания, так нужные ему в дальнейшем. И судьба предначертала потомку рода Шарет добрый путь и благородную миссию искателя духовных сокровищ бурятского народа. В наше время судунтуйцы установили памятник на месте рождения знаменитого земляка. Мужиха где нютак, нютак-то Цыбен Жамсаранове гиртишинла нютаглы живаяхын. Тегеде ходыгын гижинехын хойна хали баяхын катарта быйымы гындың ходык гижинирте. Тиримне гындың кешимне Жамсарне абы балына, а Жамсарымне Цыбене абы балына. Тегеден нютактылла мала дахатылла баяхынла элді турун басыға тээ балахын. Тегеттерне олар Цыбен хубун турун одадың хайырчы нең базар кыжы дутевега, том бағын айор кыжы лама дутевега. Базар дуынен баха ахетия тірі хорголжы хорағын, начальный хорголжы доғыратылы бүші сашын хорағый, айор кешін ағендасында хобыр көвеғынға. Тегет менгі юхын зон дұруын онда Моңғол ашықы болқыдал өніл бағаға тірзоне сақтылы моры түрігер Моңғол мұртуы гыжы дневник соға бүшім бәді кешті. Абанен хотығыр хүрттірі үдісі ашын байға. Тед Моңғолға хөргі бұсқытын базар гыжы дуынен гэгдішін байғын. Хато тахыл ұбышын күржілі гэгдім байғалда. Убылжонен донды хелді байғын. Донды хелен ішіне нашы олың әйелін нотылтыры ғолы зом барон қажуғар хобыриятылы байғым абда тірі. Байқадалы ғол толы бұлы неге оғайшын ұтылы дүті-дүтілі бәйтігі байғалды тірі. Шен шарай дүт. Тірі хандығы мүрігін ұраты қорсы құтығыты хотынсы шарайды кешіп дегізі. Емі ұқты емі. В 10-летнем возрасте отец направил сына в город Чита для обучения в трехклассном училище, где Цыбен успешно овладевает грамотой. Затем обучался в Иркутской учительской семинарии. После окончания семинарии с августа 1901 года Цыбен Жамсарано начинает работать в Агинском приходском училище. В 1906 году награждается Русским географическим обществом серебряной медалью за успехи в деле собирания фольклора. Через год он назначается лектором монгольского языка на факультете восточных языков Санкт-Петербургского университета. Он очень хорошо знал тибетский, французский, немецкий и, конечно же, русский языки. В 1910 году по инициативе Цыбена Жамсарано, Агвана Доржиева и Базара Барадина организовано в Санкт-Петербурге первое бурятское книжное издательство «Наран». В 1919-20 годах Цыбен Жамсаранович работает профессором Иркутского государственного университета. Длительное время работал в Монголии, где выступает инициатором открытия в Уруге
ныне Улан-Батор, первой светской школы. Начинает выпуск первой монгольской газеты «Столичная газета» и журнала «Новое зерцало». Главнейшим делом в жизни Жамсарано является его труд по собиранию и увековечиванию духовных ценностей родного народа. Он был фольклористом-теоретиком. Его знаменитое «Введение к образцам монгольской народной культуры» было и остается одним из лучших исследований по бурятскому фольклору. Российская академия наук проявила большую дальновидность, начав еще до революции нелегкую работу по изданию эпических сказаний бурят, записанных Цыбеном Жамсарано. В 5 книгах-выпусках под общим названием «Образцы народной словесности монгольских племен. Произведения народной словесности бурят» опубликовано 7 улигеров. Он все силы и возможности вложил в просвещение своего народа, открытие новых школ, боролся за европеизацию образования в них и подготовку своей национальной интеллигенции. На сегодняшний день средняя школа родного села Судунтуй с гордостью носит имя своего знаменитого земляка. Чтобы наши ученики в будущем, чтобы помнили Цыбена Жамсарано, делаются мероприятия научно-практической работы, создан музейный уголок имени Цыбена Жамсарано, также воздвигнут памятник на его малой родине Тонта, создали, поставили также памятник, можно сказать, чтобы наши ученики с гордостью носили звание ученика данной школы, который носит звание имени Цыбена Жамсарано. Наряду с нашим видным ученым есть выходцы с нашего села. Это, можно сказать, Намсарай Баир Бадмбазарович, безвременно ушедший из жизни. Это микробиолог великий, известный ученый был. Также, можно сказать, министр образования Республики Бурятия Жалсанов Баир Батырович, который в данный момент работает действующим министром. Можно много людей перечислить. Все они закончили данную школу. Циндемеев, Гармахай, также кандидат медицинских наук, видный деятель. Сиринжапов, Ачир, Будаева Белигма Доржиевна, также выпускница нашей школы. Всю свою жизнь Цыбен Жамсаранович Жамсарано посвятил поискам путей к светлому будущему для своего народа, сохранению и развитию национальной бурятской культуры. Он сам многое сделал, но он и призывал всех трудиться ради достижения этой цели. Он входил в руководящие органы различных бурятских национальных комитетов, союзов, обществ и прочих организаций нации. Многие концептуальные и программные разработки Жамсарано легли в основу деятельности национального движения бурятского народа. Он прошел большой путь общественного деятеля, на котором были успехи и удачи. Но главным в его многогранной деятельности является то, что он стремился улучшить жизнь народа во всех его сферах. Знаменитый ученый для земляков-агинцев стал культурным символом общественной значимости. Молодому поколению – примером просвещения, высоких научных достижений. Он вышел из далекой окраины страны, и тем величественнее предстает перед нами фигура человека, который из низов глубинки сумел подняться к высотам науки, оправдал надежды своих добрых земляков, обучавших его на свои средства. Цыбен Жамсарано прославил их своими делами и именем. С 1993 года его имя носит Агинская краевая библиотека. Его именем названы улицы в поселке Агинское, в селе Судунтуй и в городе Улан-Удэ. Выдающемуся бурят-монгольскому ученому в 2019 году открыта мемориальная доска в городе Улан-Удэ, в Бурятском республиканском институте образовательной политики. На малой родине Цыбена Жамсарано в 2006 году установлен памятник возле средней школы села Судунтуй. Мы, земляки, конечно, гордимся его трудами, результатами его работ, какую он прожил яркую, активную жизнь. И в честь нашего земляка названа наша средняя общеобразовательная школа его именем. Также самая длинная улица нашего села также названа в его честь. Также на его месте рождения Тонта установлен сурган, чтобы люди могли съездить там, поклониться нашему
его таланта. Взять энергию или как зарядиться энергией, правильно. В этом году был объявлен сбор на строительство памятника в поселке Агинское по улице Комсомольская. Наши земляки приняли самое активное участие, собрали в течение месяца, февраля месяца, более 600 тысяч рублей. Спасибо землякам за поддержку. В 30-е годы Цибенжем Царанович работает в Ленинграде, в Институте востоковедения Академии наук СССР. Он был полон энергии и новых замыслов в научной работе. В самом расцвете творческих сил нагрянула страшная беда – чудовищные репрессии того времени. Ученый стал безвинной жертвой, погиб в 1940 году, а по некоторым источникам в 1942 году. Почти 20 лет его честное имя было вычеркнуто из истории науки и культуры бурятского и монгольского народов. Посмертно он был реабилитирован в 1956 году. Спустя 140 лет со дня рождения великого сына бурятского народа Цибена Жамцарановича Жамцарано устанавливается памятный бюст в поселке Агинское, который будет открыт в дни празднования Всебурятского фестиваля Алтаргана. Безмерно любящий свой народ, свою землю, отдавший всего себя служению науке, Цибен Жамцарано является знаковой фигурой для современных и будущих поколений.